Добрый день. Вы смотрите программу «Акцент» на портале isia.ru. У нас в гостях полковник полиции Андрей Алексеевич Савкин. Наша сегодняшняя тема – нужны ли в Якутске медвотрезвители? Андрей Алексеевич Савкин, временно исполняющий обязанности начальника отдела организации охраны общественного порядка МВД России по Республике Саха-Якутия. Окончил Саратовское высшее военное командное краснознаменное училище внутренних войск МВД России. Специализируется на спецучреждениях полиции, местах принудительного содержания граждан. Добрый день, Андрей Алексеевич. Как вы считаете, нужны ли медвотрезвители в Якутске? Да, конечно. Вытрезвители в нашем городе нужны, и не только в городе, но и на территории нашей республики. Основная причина необходимости данных учреждений заключается в том, что граждане, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения, они находятся на улице, как правило, в большей своей степени, и являются как субъектом, так и объектом преступлений. Для обеспечения безопасности наших граждан, вот именно этой категории, я считаю, эти учреждения, конечно же, нужны. Чем обусловлена нужда в медвотрезвителях в Якутске? Проблема не нова. Этот вопрос еще становился в 1991 году, когда законом о милиции функции, которые возлагались тогда на органы внутренних дел, связанные с медицинским отрезвителем, их в законе о милиции уже тогда не было. И постановлением Верховного Совета Российской Федерации тогда предлагалось принять необходимые меры по передаче этих функций вытрезвления непосредственно в другие органы власти. Но эта проблема, конечно, она тогда, в связи связанная с распадом страны, проблема не нашла своего подтверждения, и в последующем, были более другие задачи возникали в рамках поддержания безопасности граждан. И вот сейчас просто на это нашло уже как бы вторая волна. То есть, если посмотреть, практически более 20 лет эта проблема, она стоит перед страной, в принципе, и передача непосредственно из органов внутренних дел более специфическим службам, как я повторюсь, наверное, это и социальная составляющая должна быть здесь, и медицинская составляющая, и, соответственно, и вопрос обеспечения безопасности граждан. В Якутске до апреля 2011 года действовал вытрезвитель по адресу Очеченко. В связи с чем его закрыли? Основная причина закрытия, конечно же, это является федеральный закон о полиции, который вступил в действие в 2011 году, связан с реформой органов внутренних дел. И в связи с теми задачами, которые были определены данным федеральным законом для органов внутренних дел, функции медицинского вытрезвления с органов внутренних дел этим законом предусмотрена не была. В связи с этим и данное учреждение было закрыто. Получается, проблема осталась, а учреждение закрыли? Можно сказать и так. Если раньше нетрезвых горожан на улицах направляли в вытрезвитель в городе, то что с ними делать сейчас? В настоящее время основная категория этих лиц, во-первых, количество такой категории, она достаточно серьезно снизилось. В медицинские вытрезвители тогда доставлялись лица, которые находились в средней и в тяжелой степени алкогольного опьянения. И сейчас в настоящее время доставляется непосредственно в городе Якутске учреждение, которое создано в структуре Министерства здравоохранения, ООО «Кэскил», так называемый. Все лица, которые нашими нарядами изымаются с улицы, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения, доставляются туда, и уже по результатам медицинского свидетельствования принимается решение, либо они там остаются, либо могут быть отправлены домой. То есть ООО «Кэскил» решил проблему с пьяными горожанами? Не в полном объеме, конечно. Нам немножко неудобно тогда выезжать, потому что все-таки с учетом расположения нам бы хотелось, чтобы данное учреждение находилось как можно поближе к центру, скажем так, то есть больше находиться в тех местах, где находится большее количество граждан, так сказать. И с учетом действий, максимально, чтобы наши наряды могли максимально быстро прибыть непосредственно на места своего патрулирования, откуда они выезжают для доставления пьяных лиц непосредственно в это учреждение. Есть ли реальная перспектива создания вытрезвителей в Якутске на сегодня? На какой основе? Как я уже сказал, Кэскил, в принципе, частично проблему эту решил. Считаю, что в структуре наркологической службы, возможно, этот вопрос рассматривался.
значит, эти учреждения могут быть созданы. Но подчеркну, что лица, которые доставляются в эти учреждения, они по большому счету являются членами общества в какой-то степени. Не в какой-то степени, а являются членами общества. И эта проблема должна носить, наверное, более широкий, рассматривать характер, в том числе включая социальную составляющую, значит, и медицинскую составляющую, ну и если брать уже интересы органов внутренних дел, в какой-то степени и карательную. Глава республики Егор Афанасьевич Борисов до 1 ноября посоветовал открыть вытрезвители. И что МВД России предприняло по этому поводу? Ну, мы являемся федеральной структурой, поэтому действуем на основе федерального законодательства. Значит, и в нашей структуре сейчас, значит, данные учреждения в нашей структуре открыты быть не могут. Значит, учитывая имеющийся опыт на территории страны, значит, предлагается органам исполнительной власти проработать вопросы по всем делам, значит, и выйти, ну, создать эти учреждения непосредственно с решением, ну, с собственным решением, как органов исполнительной власти субъекта, так и местных муниципалитетов. На каких условиях могут быть созданы вытрезвители в республике? Ну, мне трудно сказать. Я экономическое образование, скажем так, не сильно владею, значит, и экономическими вопросами, но в данном случае вот существующее вот учреждение на базе ОЭК-СКИЛ, которое вот создано, да, в принципе, очень неплохой вариант. Ну, в данном случае, да, как частное, действует как частное предприятие, в принципе, оно, ну, нас пока это устраивает. Конечно, недостаточно, как я еще раз повторюсь, оно желательно нам, конечно, для удобства работы наших нарядов, чтобы это учреждение было поближе к большинству, к центру города, наверное, больше, чтобы можно было оперативно доставлять туда лиц, если таковые будут появляться на маршрутах патрулирования. Вот ООО «Кискиль», оно, получается, выполняет ту же работу, которую выполнял вытрезвитель на Чеченко? Ну, в принципе, да. То есть там вопросы идет освидетельствования, и имеются палаты для помещения туда лиц в состоянии алкогольного опьянения. Но учитывая то, что медицинская помощь, которую в основном они оказывают, является, ну, скажем так, на добровольной основе проводится, то есть они там, люди помещаются на добровольной основе в это учреждение. Большое спасибо, Андрей Алексеевич, за то, что вы нашли время и ответили на наши вопросы. С вами была программа «Акцент». До встречи на следующей неделе.